Диагностика и лечение заболеваний, освоение космоса, сельское хозяйство, археология, изучение химических и биологических процессов. В своем видеоролике Сыктывкарка рассказывает, в каких областях используется мирный атом. Она одна из участников конкурса «Атом рядом». Для этого до 3 августа включительно необходимо зарегистрироваться на сайте atomрядом.ру и загрузить ролик об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни. Формат любой – клип, лекция, интервью, не более 20 минут. Ролики могут быть сняты в совершенно произвольной форме, они могут быть сняты на камерфоны, на мобильные телефоны. Никаких требований к художественному оформлению их нет. Достаточно просто показать себя в кадре, рассказать интересный факт о применении мирного атома в своей жизни, в видении, возможно, пофантазировать о будущем. Сегодня наша жизнь уже немыслима без атомных технологий, говорят специалисты. Они окружают нас на каждом шагу. Сейчас невозможно включить свет, выпить чаю или посмотреть телевизор, ведь каждый 5-й киловатт-час электроэнергии вырабатывают атомные электростанции. И скоро эта цифра будет еще больше. Мы надеемся, что наш конкурсный проект вдохновит вас на рассказ о том, каким вы видите атом в вашей обычной жизни. Атом активно используется в диагностике и лечении самой страшной болезни – рака. Аппараты с радионуклидами позволяют почти на клеточном уровне выявлять злокачественное образование на самых ранних стадиях. А лучевая терапия разрушает клетки опухоли, останавливает рост. Лечение делает точечным, снижает вероятность рецидивов и повышает показатели выживаемости. По данным Всемирной организации здравоохранения, по данным Всемирного агентства по изучению рака, лучевые методы лечения должны составлять не менее 30% от всех методов лечения злокачественного образования. Атомные электростанции, которые не боятся ни полярных морозов, ни землетрясений, ни морской воды, суперточные операции на головном мозге и даже археологические исследования – вот что сегодня умеет мирный атом. И Россия, безусловно, является лидером в этом виде деятельности, говорят сами атомщики. Сегодня в атомной отрасли реализуются масштабные научные проекты в сотрудничестве с ведущими мировыми исследовательскими институтами, проектируют атомные станции, работают над освоением Северного морского пути, делают его доступным для вождения судов. Самый главный инновационный проект, по которому уже заключен договор, это то, что мы будем строить совершенно не имеющий аналогов, вообще перспективный атомный ледокол проекта «Лидер». Более 4 метров лед, он, в общем-то, давит. У него ширина образующейся вообще продавленной воды у него к 5 метрам приближается. И вот именно он сможет, так сказать, восточное плечо Северного морского пути превратить в судоходное. Потому что у нас сейчас только западное плечо действует. Конкурс «Атом рядом» призван выявить и объединить самых активных жителей страны, кто интересуется атомной сферой. Это люди самого разного возраста и профессий. Авторов лучшего видео по одному от каждого региона страны выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. 85 победителей получат ценные призы. А еще экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые примут участие в праздновании юбилея в атомных городах страны. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.